Так, сковородку ставить или Давай, потом? да, давай, пусть, чтобы оно уже заодно. Сразу. Да. Так, вот так вот, если никому ручка не мешает. Так. Всем доброго утра, друзья. Сегодня уже 5 декабря. Время уже 8:40. На улице уже светло. Ну а мы только завтракаем. Почему не было вчерашнего ужина? Да потому что я вот достал леску, крючки. Начал вязать, потому что шугой меня оборвало. Начал вязать вот лески вчера. Вязал. Иван Григорьевич тем временем, смотрю, уже дремлет, согрелся в избе. А поужинали-то мы буквально во сколько? Недавно, часов, наверное, 5, да, получается, Да. 4? 5. Поехали на тот участок. Да, кушать не хотели как бы. Смотрю, Иван Григорьевич уже похрапывает потихонечку, спит. Я здесь крючки вяжу, тоже засыпаю. В общем, плюнул я все это, выключил свет. Давай спать ложиться. Иван говорит, а что, мы сегодня ужинать не будем? Я говорю, если хочешь ужинать, я не хочу. Ну, я тоже не хочу. И брат где-то, наверное, часиков в 11, да? Да, все. Я подкинул березу, она шаялась всю ночь, не подкладывали ничего. Нормально выспались, нормально встали, на улице минус 20. Нас что, куда-то кто-то гонит, что ли? Нет, мы не торопимся. Мы не торопимся, да, живем в свое удовольствие. На завтрак сегодня у нас все домашнее. Остатки жареной картошки, котлеты рыбные, опять же. Сязя. А, нет, это у тебя не сязя, щука с налимом. Щука и налим. Щука и налим. Это у меня сязя. Котлета 2 сортов. Потому что примета хорошая. Рыбу берешь, рыба клюет, правильно? Да, рыба к рыбе. Рыба к рыбе, да. Деньги всё к верно. деньгам. И домашний борщец от Валентины Васильевны вот подогрели. Звонил Серега, что-то я как раз умывался, чистил зубы, у нас умывальник на улице. И что-то я, сейчас посмотрим. В одной точке здесь связь есть, вот возле окна, именно в таком положении телефона. 2 полосочки, ешка, еле-еле. Сейчас мы посмотрим. О, есть связь. Сейчас посмотрим, собирается, не собирается он. Уже, может, в дороге. Или в дороге, может, встретить надо его. Здорово. Здорово, Серега, что звонил? Что, не замерзли там? А? Не замерзли, говорю? Не, мы сегодня даже печку не подкладывали. Где-то часиков в 11, после 11 я березу закинул. И до утра, мы в 6 утра только встали. Сейчас вот завтракаем, как раз сидим. А, я и думаю, это связи не было, да, это звонил. Наверное, в избу спился, думаю. Вот что, Будем. поставили вчера еще палки-то? Ну да, поставили мы палки и переставили. Там снизу надо на тот берег пробраться с той стороны, чтобы отсюда палки не рубить. С той стороны надо палки пробраться. Там уже встала полностью, да? Да нет, там полыни, в том-то и дело, надо по-светлому. Вчера по темноте не стали рисковать, потому что полыня там, полыня здесь. Но где встала, то там сантиметра 3-4 уже есть. Ну, 5 местами, нормально. Ну, я понял. Ну, сейчас Сане позвоню, да покубатурим, да, может, приедем. Ну, хорошо. Ну, если что, Валик вякнем, да. Ну, хорошо, давай. Ага. Так что, как вы сами слышали, сегодня хотят подъехать Саня с Серегой. Бригада будет большая, будет вечером весело. Будем отдыхать. Может быть, даже немного больше, чем достаточно. Ну, это ничего страшного. Мы живем в свое удовольствие. Как говорится, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, правильно? Да. Нас же никто не гонит, никто не подгоняет. Мы захотели, вышли, порыбачили, захотели в избу, сели, захотели, даже поспали. Но просто день короткий, жалко. Мы же не гонимся, чем больше рыбы поймать. Но в то же время просто так не тунеядничаем, правильно? Да, удовольствие получить какое-то. Мы как бы заинтересованы, потому что без труда не поймаешь рыбку из пруда, а чтобы ее поймать, надо потрудиться. Но опять же, трудиться с умом, а не так вот, чтобы с утра до вечера бах-бах-бах.
все в меру, все в норму, все просто хорошо. Ну что, завтрак подходит к концу. Пьем чаю вперед, Да, душить вперед. окуня. Ну, не душить, а как Ну. дразнить, скажем так. Или они нас дразнят больше. Он нас. Все, встречаемся вечером, чуть не сказал. Встречаемся на реке. Так, друзья, пока я выставлял жерлицы, поставил 9 штук, 9 жерлиц, 8 на малька, одну жерлицу на окунька мелкого. Иван Григорьевич тем временем даром времени терял. Нашел единственную лунку на озере, где клюет рыба. Нигде не клюет, а здесь клюет. Вот, поймал вот таких вот 2 горбачей и 5 еще таких средних окуней. Даже сорожку нашел. Вот поклевала бы сорожка, она, конечно, была бы идеальной, да, наживкой. Хоть для жерлиц, хоть для налима. Мелкая бы поклевала, но что-то клюет слабоватенько. Серега звонил, уже выезжает. Так что скоро он будет здесь. Поехали на наши палки. Начнем проверку. Ну и приготовим, может быть, несколько длинных палок. Там на глубине надо будет поменять короткие. В общем, работы хватает. Так. Поехали. Душеньку успокоил, Григорьевич? Да. Ивана хлебом не корми, дай с удочки посидеть. Это для него отдушина, так сказать. Все, душу успокоил, теперь можно за работу, да? Так. Вот сюда. Вот, наловил, теперь не знает как. У тебя же сумка есть, Вань? Сумки, удочки. Так, что думаешь, не влезет улов твой? Так ты растеряешься. Ладно, поехали. Время у нас уже опять 26 минут первого, пол первого. И все наши попытки поймать ерша обернулись неудачей. Ерш не клюет. Иван Григорьевич поймал вот такого окушка и все. В общем, будем ловить тогда на мальково. Малек пока есть. Если клюнет, так и клюнет. Будем просто почаще проверять, да и все. Просто при лове будет больше язя и все. Ну вот, а морозы сделали свое дело. Вон 2 полыни, которые вчера еще были открыты, затянуло льдом. Снега нет, это хорошо. Видно где что. И лед крепчает каждый день. Это здорово. Ну, вот уже самый тонкий лед, где мы сейчас вот поставили палки вчера, сантиметров 5-7 где-то. Это уже нормально. Ну что, начинаем проверку. Вчера здесь все насадили свеженькими мальками. Так что надежда есть. Вон, навязал я вчера крючков. Поехали. С Богом. Глубина здесь. Так, первая палка пустая. И крючки все пустые. Посрывали. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Блин, наконец-то. Ах ты, зацеп. Или что это, об шугу? Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Язёк об корягу запутал. Вон, видишь? Запутал полностью, но не ушел. Вот такой вот язёчек хороший. Смотри, Вань. Вот, начало есть, Энскадан. Продолжение будет. Он как намотал. Он как намотал. Коряга здесь где-то. Так, здесь у нас тюрьма, вижу. Вижу тюрьму. Так, и что там? О, и что-то идет. И что-то идет, и что-то идет, и язёк. Опа, язёк. Он на какой здоровый крючок попался. Вот на такой.
Я вижу, я его во льду, смотрю за тюрьмой, что-то рыба какая-то, думал, налим что ли уже. Он бывает, это убежал с тюрьмы и задержал его. Он, наверное, пришел, о, сколько, о, все замотал, блин. Он, наверное, думает, о, малька-то сколько здесь. Сработало как телевизор. Так, немного оставим, чтобы было НЗ. Так, ну и надо распутывать теперь. Так, что-то есть. Похоже на налимчика. Нет, язь. Язь. Опа. Язёк. Третий. Третий язёк. Полезай в кузовок. Немцкадан. Процесс пошел. Так, что-то накрутило, намутило и ушло. Так. Никого. А вот и тяга едет. А вот и тяга едет. Серега мчится. Я уж думал, он разогнался куда-то ехать. Серега приехал. Один без Санька что-то. Санька решил не ехать. Сейчас погреется. На Ниве лучше ехать. Да? На Ниве лучше ехать. Да ладно. Прохладненько. А без стекла-то, конечно. Со стеклом-то нормально, более-менее. Морду снять. Морду тоже сильно-то не снимай. А дует ветерок. Я в лесу вообще без морды езжу. А, ну в лесу, блядь. В лесу пока Ветра нету. между деревьями, пока тудым-сюдым, блин. Да, я тут перчатки одел такие резиновые, надо сходить. Это еще хорошо, что по ветру, а прикинь, против ветра ехать, такой мороз, блин. Ну, теперь дело веселее пойдет. Я теперь за ними не буду успевать. А что, палки оставляли, просто далеко попался, нет? Ух ты, куда-то под чугу занесло. Налим, наверное. Нет, язь. Язь. Опа. Опа. О, смотри. Двойка. Туда под чугу аж унесли. А, Енскадан. Отлично. Отлично. Что, говоришь, здесь дергала, да? Нет, вот эту вроде. На этой? А здесь кто-то под лед тоже унес. А может на той дергали. Язёк. Что-то они под лед уносят. Нет, туда течение просто, наверное, задвигается. Течение-то туда. А, ну может быть туда хрен его. Немножко по течению туда. Так, а здесь сказали, кто-то дергал. Ой, дергает до сих пор. Никто не дергает, это течением, наверное. Нет, кто-то дергает, да. Язь. Кто же еще?
Он. Вот так вот. Так, натяжка есть. Опять подлет туда утащила. Яздечек. Скоро будет рыбалка называться не крючки на налим, а палки на налим, а палки на язя, блин. С этими малявками. Пока ершей не поймаем, так и будет, блин. Уже выпрыгивает. Так, без долбежки начали руки уже замерзать. Это хорошо, когда... Опа, кто-то дергает. Кто-то дергает, кто-то дергает, кто-то дергает. Вот такой вот язек. Буйный, но как-то... Некоторые слабо дергают, а этот капитально дергал. Так, натяжка есть. Хорошая натяжка. Походу налим. О! Главное, налима выкинул, блин. Успокоился, смотрю, еще ясь там. А, налим и ясь. Но... Ну как, ну да, килограмм где-то, наверное. И язек. Главное, налима выкинул. Смотрю, еще там ясь болтается. Отлично, Янцикадан. Ну давай, Григорьевич. Хоть одного налимчика. Небольшого, килограмма на 2. Ой, нет натяжки, нету никого. Одни Вот. мусор. О, блин. Один мусор. Все, Насаш, Разрешайте наживить? наживляй. А хоть руки отойдут. Это руки закоченели уже. Пойду по коту подниму. На Мухтаре даже пожрать негде, да? О, Серега там уже поляну накрыл. Все, это проверяю. И погреемся, перекусим что-нибудь. Что Бог послал. Так, вроде есть натяжечка. Не, маленький налимчик, походу. Нет, язь. Язечек. О, язечек, дружочек, еле-еле держался. Ядрит, кудрит, руки закоченели. Малька воду кидай, замерзнет. А, ты двойник цепляешь? Все. Что-то у тебя в одну кучу. Распутай. Так, ну что, пообедали? Пообедали, сейчас. Пообедали, согрелись немножко. Ну, нальем давай после обеда. Давай к обеду. Так, налима нет. Руки поменять, говорят. Конечно. Так и я один. Блин, я уж тащу, да. Ну ладно, вытаскивай язя, а я налима здесь. Вон язь. Вон язь. Ну, ты вытаскивай язя, я Вон язек. Наконец-то. Напутал. Блин, мало крючков навязал, блин. Кончились навязанные крючки, которые, ну, третьи тонкие-то. Ага. Я не знаю.
Ну, эти не буду. Опять придется сегодня полночи вязать, блин. А? Часа 2. Ну, часа 2 я что? В 10 приедем. Вроде недолго, а время уходит. Конечно. Так, друзья, сказали, что надо менять руку. Моя рука только на язя. Вон ведро язя уже выдернул. Правда, вон один налимчик есть. Теперь будет налима вытаскивать Иван Григорьевич. Я хочу налима. Я так хочу налима. Небольшого. Есть натяжка, там есть. Хотя бы целый. Кто-то вверх по течению тащит. Ой, подергает даже. Блин. Ой, иди сюда, Вася. Вася. Язь. Ну что ты делаешь? Я- Тоже язь. От перемены мест слагаемых результат не меняется. Пока. Кидай в корыто его, ну. Что, этого я вытаскиваю? Чтобы быстрее было. Ай. О, руки как гусиные лапки уже, блин. Ветер, если бы не было ветра, все ерунда, блин. Ветер не дает. Здесь никого. Что, пусто? Ну, о. Короче, мы махнулись местами. Я долблю, Серега проверяет. Потому что у меня руки уже закоченели, надо погреться. А, Иван Григорьевич, с лопатой. Давай. Да. Я его лопатой, короче, если он горбатый, будем равнять лопатой. Ну, с вчерашнего дня как замерзло, сантиметров 5-то замерзло. Мороз делает свое дело. Тот последний. Втаскивай. Давай, дядя Ваня, вытаскивай. Я? Я насажу, да. Может, у тебя на налипах красивая рука. Ты с тестем часто здоровался, наверное. Здоровался. Он передал тебе счастье на лиме. Налиму. Мы с ним вытаскивали. Вася. Что-то накрутило на палку. Никого. Сошел, значит. Был я, видишь, все погрыз и сошел. Давай, Иван Григорьевич, крайняя палка на верхнем участке. Эх, блин. Так, эту, главное, палку ложи нормально, чтобы не разбить эту колотушку. Вот именно, что ленивая рыбалка. Вот удочка. Походу пусто. Никто не дергается, нет, свобода. Пусто, да? А, один крючок, ну. Сейчас второй поставлю хотя бы. Так, ну что, давайте подведем итоги верхнего участка. Это 13 язей и такой налимчик около килограмма, наверное. Ну, грубо говоря, ведро рыбы мы собрали. Очень много сходов, опять же. Но если бы мы это проверили через 3 дня, опять бы было 2-3 штуки и все. Так что надо, чем чаще проверяешь, тем лучше. А по большому счету лучше, конечно, насаживать на ершей. Тогда бы вот этого не было. Да, Сейчас в избу это оставляем, рюкзаки оставляем, погреемся, перекусим. И вечерняя проверка будет у нас нижнего участка. Все? Договорились. Итак, друзья, мы на нижнем участке. Иван Григорьевич с Серегой готовят лунки. Не так холодно, как на том было. Тем более мы сейчас немножко в избе перекусили, погрелись, отогрелись. И начинаем проверку нижнего участка. Первая палка. И по ходу мелкий налимчик или что там. Ну да, совсем мелкий налим. Ага, и мы его, так как нет ершей, оставляем для наживки. А нет, здесь не будет рыбы, надо все, завтра будет здесь все переставлять. Все, это время кончилось.
Мальки потом. Нету. Все крючки. Загонять сюда. Нету, вон. Нет, есть. Что-то есть. Да, хороший красавчик. Я говорю, что нету, а оказывается есть. Я говорю, пора уже. Крупненький такой, хороший язь. Вот он. Первый язь на втором участке. Ну не знаю, но все равно переставлять надо. Потому что сколько палок проверили, все пусто. Блин. Потому что вон ясь. Вот, я как чувствовал, что здесь я здесь. Ну вот, а меня поздно позвали, даже не звали вообще. Вообще не звали. Потому что позовешь, блядь, ни хрена нет. Так, этот еще живой, кидай в воду. Ага. Натяжка есть. Тащите. Тащи. Снимает. Тащите, налим. Уже меня не позовете. блин. Налим. Кто-то идет. Нет, ясь. Нет, налим. Нет, Кто-то ясь. хороший. Нет, ясь. Ясь. Вот ты. Что ж такое? А надежда была? Была надежда, конечно. Меня кто-то говорит хороший. А что, он не хороший? Хороший. Дергается хорошо. Ну иди, Гена, ладно. Тебе доверяем Налима. Разрешаете, да? Налима доверяем в это. Наконец. Нет налима, это точно. Никого. Наверное, никого. Нет, язёк-то есть. Язёчек есть. Вон. Опа. Молодец. Вот ты. Не И пустой. у меня язёк. Значит, у всех поездил. Счастье есть. Вон, пошла, значит, полоса язей, да? Да, вот здесь, вот те надо сверху снять, и вот сюда все поставить. Да. Тут и ясь, тут и Налим будет. Ну и хорошо, ладненько. Так, у нас там пара палок еще есть, да? Есть вон. Ну. Так, глянем. Все, отдал, блю, на этом участке крайнюю палку. Фу. И смотрим, что там. Ну давай, кто там тащит? Не-не, мы решили, что эта палка твоя. Моя? Да. А всего 3 осталось здесь. Ну вот как раз. Твои. Фу. Так. Вот зарядка-то, да? Господи, помогите. Господи, благословен Кулашуны. Да. НЦКД. Так. Мне не повезло. Ну-ка. Ну тащи, Иван Налима. Это моя. Иван Налима. Иван Налима. Налима. Не крупного. Ну, рыбу, давай рыбу, тащи, ура! О, одна есть. Там еще что-то есть вроде, нет? Ой, блин, все. Там еще что-то есть, Вань. О, есть. Опа, Вон, лапать, тащи рыбу. лапать, да. Опа, так это кидать. Ты вот с Лапать. этим занимайся, с этим я Серега, сам. я вытащил. Молодец. Вот, хороший, да. Тебе по опыту полезно. Вот видишь, это упал уже порыв. Так, а этого вместо живца сделаем. И осталась одна палка. По опыту надо нас учить. Удобно, ты сделал ножницы, он камень. Кому тебе. доставать? Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Ножницы, давай. Камень, ножницы, бумага. А это что-то... Это что за Это инструмент? ножницы, да? Ну давай, поднимай тогда. Это ножницы. Это минус. Давай, Один поднимай. поздравляет с днем рождения и говорит: дай Бог, чтоб ты до 100 лет жил, но чтоб на твоих похоронах я крест нес. Понятно. Кому он пожелал 100 лет? Себе больше пожелал. Ну да. Минимум 101 натяжка есть. Чисто, блин, язь один. и О. всё. Что, подох живец? Да. Что, кулема? Кулума? Кулема. Ну, Иван Григорьевич вытаскивает трофейного сейчас. Последнего.
Ну, на этом участке, да. Ну, разрешайте, я согласен. Эх, блин. Согласны на все согласны, да? Так как Герасим, я и на Налима согласен. А Герасим-то что, он Муму-то утопил? Ну, нет, М. говорит, Муму-то, наверное, не согласна была. как это, А он же не слышал. живет мужик с бабой. Баба, да ты тупой, ты, блядь, ты за свою жизнь ни одной книжки не прочитал. Он говорит, я не прочитал. Будешь пиликать, утоплю как мама. А, Тургенева все-таки прочитал, да? Оказывается. Все, давай, тащи. Ну-ка. Лопату-то убери, лопата Да тебе я мешает. подперся, О. чтобы это. Ни хрена себе, с Где? такой амплитудой вытаскиваешь. Да ты что, тут Это что, рыба, что ли? это что, рыба, что ли? Тут одна грязь. Ну что, давай подведем итоги сразу, что мы поймали на втором участке. Там было сколько? 9, 10? Серега, не помните там сколько было? Ну по-любому больше, чем здесь. Больше, конечно, больше. Раз, Я вам с вами... два. Ну-ка, смирно, Равняйте их чуть-чуть. смирно. Да Вот смирно. ты, блин. А он все равно. 2, 3. Это Это в отдельно. 4, 5. Ну, 2 раза меньше получается. Да. 4, 5 язей и налимчик. Можно сказать, даже 3 подвязка, 2 язя и налимчик. Да. Поменьше, чем там. Но улов в 2 раза меньше, чем здесь. Так что делаем выводы. Переставляем. Оттуда палки все надо оттуда, туда, оттуда, туда. Ну как, волосы у Лусова, да? Да, насаживать будем. Насаждение. Ну все, встречаемся в избе. Сегодняшний трудовой рабочий день закончен. Правда, кое-что не закинули, ну и бог с ним. Завтра будет день, будет пища. Да, завтра палки поменяем, да что да. Палки, моталки. Ниже надо спустить. Вот тут живые все. А кидай все равно, завтра менять здесь будем. Лед толстый уже здесь. Малявок-то что, не будешь? Малявок в тюрьму? А я думаю, не будем, они в избе. Так, мы только воды сюда больше наберем. И они в избушке неплохо поспят. Сегодня они нормально поспали. Малявок, кстати, мало. Надо будет завтра, наверное, сгонять за малявками. Да, мы не смели, и они хорошо. Опа, кому-то повезло, нет? Нет. Сдохли. Лунка маленькая. Да, в принципе, хватит. Ладно, все, Иван Григорьевич, Серега, встречаемся в избе. Вы нас приглашаете, да? Да, да, Ну, да. спасибо. На ужин? Да. А что, может, сегодня с мелочи... нахрен, так еды до хрена. Много еды, много. Я думал, ухи сварить, а куда? Нет, мы за 3 дня не устраиваем. Че, нормально устроились? Там же не это, не Григорьевич, там тебе удобно? я. Очень удобно. Серега? Все в порядке. Едем. Корыто маленькие, люди большие, а А все еще влезут. один бы лег сюда сверху. Там еще один лезет, конечно. Ой. А если баба была? О, прекрасно. Тут вообще удобно. Мы бы поворачивали ее туда-сюда. Ехать далеко до Ухты. Вам было бы, наверное, не холодно. Нет. Мы бы- То Серега бы укрылся, то я нафиг. Поехали. Ух ты, Да ух ты. Расслабились, да ух ты, блин. А мне-то за рулем ехать. ты не посмотри, ты за стеклом. Нихуя себе. Тебе там Что, друзья, встречаемся в избе. Все готовы? Друзья, у нас сегодня пополнение. Да. Серегу вы уже видали? Встречаем Серегу. Да, я предупредил, сегодня утром ты звонил, у меня камера включена как раз была. Так что ждали сегодня Серегу, Саню. Саня,
с Маней. С маняней. Ну, Маня не Маняней. отпустила, ну что Да. сделаешь. Саня рядом с Маняней. Так что извиняйте. Как с Калиной прошлый год на рыбалке. Все, намерзлись. Покидаем холодные лунки. Едем к теплым. Саня такой, ха-ха-ха, хоть ты это не пускай в эфир, говорит. Я говорю, а что нет-то, говорит. Это же правда, да? Ну, Да, вот Так так и и есть. бывает от холодной Вот. лунки к горячей кунки. вот как бывает. Да, ну дай бог. Дай бог здоровья всем. Да. Все. Дай бог, что ты наблюдал, как я в 73 года долблю лунки. Согласен, согласен. Посмотрю, как ты будешь в 73 года долбить лунки. А ему будет 98, да? Но я не знаю. Это же я говорил, как этот на похоронах говорит, то есть на день рождения. Я желаю тебе еще 100 лет прожить, но чтобы на твоих похоронах крест нес я. Кому он больше пожелал? Это еще сила нужна, да, крест тащить? Ну так вот, так он еще хочет. Садафей-то недавно же Ну, еще дай бог. это было ход, крестный Всем ход-то был. здоровья. Ага. Крест же нес он. А вот этот, который возле березы-то поставили. Ну. Правда, не понимаю, зачем там крест поставили? Там, В начале села? Не, возле березы. там же Расстреляли белогвардейцев красных, да. Но это расстреляли они, как понимаю, возле почты, которая через дорогу, не на да, том месте. Да. Расстрел-то там, на бугре был. Ну, красивое место решили там поставить. Там, считай, и между церковью получилось, и этот. Вот на старом, где этот клуб, раньше, говорит, была церковь, отец говорит. Нам, говорит, заставили ее разбирать. Не можем разбирать. Так качественно, с листвянки все сделано. На века сделано было. Тракторами, говорит, рвали. Пазы, вот это все, говорит, мертво все сидело. Тракторами. Зачем было разбирать здание? Да сделай ты из этого здания другое здание. Тоже магазин, там, что хочешь, да? Видно. Это была политика коммунистов. Да. Да. Они вот разобрали вот это качественное здание, построили клуб в новом стиле, как говорится. И этот клуб через 20 лет сгнил. Это политика Между прочим, коммунистов. У нас Мы старый мир до основания разрушим, Ну, а это- затем... Атеисты, конечно. Это. У нас тоже. У нас церкви все каменные. Начали, на Украине? да, скинули крест. И начали, ну, стены валить же. И вот тракторист там с ножом. Он Варенье. говорит, я не буду. Варенье добавь. Мужики же нормальные. Говорит, я не буду валить. Ну как ты не будешь? Ты на работе, ты должен валить. Он, короче, упирается в угол. Трактор глохнет. Он с трактора выходит и онемел. Уже человеку начал только показывать. Притворился? Не, так и был. До конца жизни не мой. И так церковь ее оставили. И потом, когда водохранилище сделали, церковь затопила. Затопила там. А, плотину когда построили? Да, это все кладбище там. Вот сколько, начало. да, поселков, сел из-за этих. Да. Все это. Бобры ведь тоже плотину сделают, знаешь, какие территории затопляют? Мама, не горюй. На метр воду поднимают. Кажется, что вот так вот возле плотины, а туда. Я вот сам разрушал бобровые плотины, метры, да? Метр, водопад идет. А все болото залито. А я помню, там ручей был. В 2008 году появились первые бобры. За 10 лет вместо Да. ручья стало болото. Конечно, Откуда там быть рыбе? А это виноваты вот эти все, которые перегородки ставили. К перегородкам-то бобры-то быстро чик-чик-чик-чик. Да. Там что, палочки пристроил? Да. И они еще какую-то вот там глину таскают, и как монолит получается. А по этой перегородке хожу. Там надо, не знаю, гранату какую-то, чтобы разорвать все это. Да, там коли вот так ставят, так. Я в Якше. На каждую плотину, вот я 3 плотины разрушил, 2 часа прошло на 3 плотины.
пошел по ней, еще 15 насчитал, это бобровых. Это не считая домов, хаток, вот это все такое. Это за 10 лет они так расплодились. Охотников там нет, никто на них ничего не это. Ужас. Надо за них взяться, а некогда, потому что в это время, такое время как раз, что там только можно идти по насту. Наст растает, там больше не пройдешь. Ну да, они все болото получилось. Там трясина, да. Они везде сейчас. Да, а по Россию, я по Светлому Россию летом иду. Ну, вижу, хатка там. Ну, думаю, я обойду сейчас хатку. Я, не доходя ее, вот так провалился. Блин, раз провалился и смотрю, туда дыра, блин, к воде. Думаю, ну, блин, так и голову можно сломать, блин. Серега привез копченое ухо у свиньи. Говорит, вот такое вот большое. Давай, говорит, нацепим его на крючок, может, налим. Я говорю, вот такие можно было бы маленькие. Да, нет. Наш налим только на живца берет. Только на ерша. Да, Да. а ерша нет. Пока ерша мы не поймаем, налима нам не А видать. почему ему окунь не нравится? Я ловил окуня, но говорят похуже, не знаю. А вот, как вот это маленького налима поймал ты такого? Такого. У нас на Днестре поставят, где ручеек маленький течет в воду. Сомики. Да, поставят дохлую курицу, протухшую. Вот эта вода течет. Утром по росе, как змеи, вот такие вот сомики. Вылезают прямо к этой курице. Блин, 2 метра поставишь, поползут по росе. Просто к этой курице. Придешь только ногой, подкинул их туда, вот жарить. Самое то. На сушу вылазит, да? Да, лезут на сушу по росе. До восхода солнца. А я думал вначале, думаю, что за змеи. Отец говорит, да, самое то жарить, говорит, налимчик. Может, макароны все-таки сварим, докинем сюда, не? Да, поставить, конечно, можно макарошки. Макароны. Они- Есть они- бич-пакеты, есть. Можно, горячий Можно чай бичика тоже. еще быстрее. Бичик запарил, да и все. Чайник горячий вон. Кипяченый. Да. Котелок готовый, вон висит. Дать котелок, Достать бичик. пожалуйста. Бичик у меня, наверное, в рюкзаке надо сперва, чтобы вам свои пока не тратить. Или макарон сварить. Чё, давай бичик, давай быстрее. Точно кипел? Кипел, Чайник? там, фурчал, конечно. Давно. Говорят, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. Так, Парам-пам-пам. Надо мощь.